Азербайджан и Казахстан связывает не только экономика. Баку высоко ценит поддержку братского государства в годы армяно-азербайджанского конфликта из-за Нагорного Карабаха. Итак, значение двусторонних связей и о том, каким видят Казахстан в Азербайджане, в нашем следующем материале. 2021 год для Азербайджана и Казахстана особенный. Страны отметят 30-летие своей независимости. За все эти годы отношения двух государств шли по нарастающей. Между Баку и Нур-Султаном нет спорных вопросов. Связи дружбы и братства заложены общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым и первым президентом Казахстана Ельбасы Нурсултаном Назарбаевым. Сегодня заданный курс продолжают лидеры двух государств – Ильхам Алиев и Касым-Жомарт Токаев. Казахстан, безусловно, ценит и дорожит сотрудничеством с Азербайджаном. И спустя 30 лет отношения с Казахстаном в Азербайджане называют доверительными. Здесь прекрасно помнят политическую и моральную поддержку, которую в разные периоды армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта оказал азербайджанскому народу официальный Нур-Султан. Вот мы получили все письмо президента Азербайджана, все президенты, что в ВТО Армения вступила с оговоркой, что вот положения должны распространяться на территории Армении в рамках ее международных границ, признанных Организацией Объединенных Наций, как ВТО, чтобы снять всякие вопросы там, что мы так сделали. Договариваемся, да? Тогда давайте решение по первому вопросу. Конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Карабаха остался в прошлом. Осенью 2020 года доблестная азербайджанская армия во главе с верховным главнокомандующим президентом Ильхамом Алиевым освободила свои земли от многолетней оккупации. Все 44 дня боевых действий казахстанский народ поддерживал братский азербайджанский. Официальная позиция Казахстана была известна с начала проблемы. Нур-Султан поддерживает территориальную целостность Азербайджана. Решение вопроса должно быть основано исключительно на нормах и принципах международного права. К настоящему времени мир самоопределился. Поэтому принцип территориальной целостности государств в настоящее время выходит на первый план и приобрел приоритетное значение. При выработке подходов к оценке действующих конфликтов мы должны руководствоваться резолюциями Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН. И в период Второй Карабахской войны известные общественно-политические деятели, эксперты, политологи, журналисты этой страны доводили реалии карабахской проблемы до мирового сообщества. Не случайно Совет Безопасности ООН 7 раз говорил, что эти земли захвачены. Нет, но все знали об этом. И, наконец, вот Азербайджан решил сам исправить положение, которая 30 лет, вот эта минская группа никак не могла справиться. Несмотря как бы мы не были бы гуманистами, как бы мы не апеллировали к 21 веку, есть фундаментальные основы, вокруг которых строится каждое государство. Это государственные границы, это территориальная целостность. И кто бы что бы там ни говорил с каких-то очень высоких гуманистических трибун, но, тем не менее, это то, что является основой государства, вокруг этого собирается нация и так далее. То есть это никто не отменял. Любые действия, проходящие в Карабахе, это исключительно внутренние дела Республики Азербайджан. И в данном случае война с оккупацией, война с агрессией, сепаратизмом в Казахстане рассматривался именно под тем углом, то, что Казахстан поддерживает любые действия официального Баку. Сегодня, когда земли Азербайджана освобождены, в регионе появились новые возможности, в том числе для Казахстана. Наша страна рада участию каждого дружественного нам государства в восстановлении деоккупированных территорий. Потенциал развития торговых отношений большой. Соседи по Каспию взаимодействуют в рамках транзитно-транспортных проектов, инвестиционных, энергетических, сельскохозяйственных. Стороны сверяют часы и по широкому спектру двусторонних связей, региональной и международной повесток дня.
дня, включая взаимодействие в рамках ООН, ОБСЕ, СНГ, Тюркского совета и других международных организаций. Дополнительный импульс сотрудничеству придаст и планируемый в Баку визит президента Касыма-Жомарта Токаева. Кроме того, примечательно, что в следующем году Азербайджан и Казахстан отметят 30-летие со дня установления дипломатических связей, которые по праву можно назвать отношениями крепкой дружбы и успешного сотрудничества. Большая роль в укреплении отношений отведена народам двух стран. 22 счастливых года подарил мне Казахстан. Я родилась и выросла в этой стране, где представители разных народов и национальностей живут в мире и согласии. Пожалуй, это самое важное для меня, и это то, о чем в первую очередь я говорю, когда у меня спрашивают о Казахстане. Моя семья оказалась там не в результате репрессий, это был просто переезд во время Советского Союза. Воспоминания детства, юности и уже периода, когда становишься личностью, только все хорошее, доброе и родное. Никогда не было ощущения, чувств, что я не дома. Я благодарна Казахстану за мирное небо над головой. В Казахстане сегодня проживает 120-тысячная азербайджанская диаспора. Азербайджанцы, уроженцы Казахстана, всегда выражают свою благодарность республике, которая действительно стала для них родиной. Средняя школа с аттестатом отличия, высшее учебное заведение с красным дипломом и, что, пожалуй, самое главное, первые шаги в профессиональной деятельности. Я благодарна Казахстану за данное мне образование и за опыт в журналистике. День благодарности – это по праву заслуженный праздник Казахстана. Страна достойна всяческих похвал, ведь сегодня, как и все предыдущие десятилетия, не так уж просто хранить доброту, терпимость, толерантность и традиции мультикультурализма. Очень сложно в период, когда в мире происходят самого разного рода конфликты, в том числе межэтнические, сохранять внутри государства дружбу. И нет, речь не о дружбе народов, а именно народа. В Казахстане один единый народ. Очень многие оказались там, будучи депортированными, но никто, я уверена в этом, не чувствовал себя чужим. Каждый, кто побывал в этой стране, кто хоть немного смог окунуться в эту жизнь, ознакомиться с ее традициями и обычаями, говорит в первую очередь и о духе свободы. Бескрайние просторы родного края, навеки в памяти моей, оставят след неизгладимый и дух свободы тех степей, где я родился, рос и возмужал, и повзрослевший дал себе я слово. Нельзя забыть родной свой край. Нет в мире больше такового. Эти строки я написала перед переездом из Казахстана. Так пришлось по независящим от меня причинам. Но и сегодня, спустя годы, я подписываюсь под каждым своим словом и с гордостью говорю о том, что я из Казахстана. Это моя родина. И я благодарна ей за мои 22 счастливых года. Бүгін ғана емес, бүкіл өмірімде қазақ халқына өз алғысымды білдіргім келеді. Рахмет.